Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеева. Открыто говорить о мужских проблемах не принято. Разве что навязчивая реклама лекарственных средств для лечения простатита и импотенции намекает на то, что не все у сильного пола безоблачно со здоровьем. На сегодняшний день из общего количества браков около 15% являются бесплодными, 40% из которых связаны именно с мужским бесплодием. 70% бесплодия у мужчин развивается в детстве. В буквальном смысле этого слова здоровье будущего мужчины закладывается с пеленок. По данным некоторых исследований, сегодня каждый третий мальчик школьного возраста имеет отклонения в сфере репродуктивного здоровья. А каждый 10-й мальчик, не обратившись своевременно за медицинской помощью, рискует остаться бесплодным. Откровенные обсуждения родителями и детьми вопросов, связанных с половым развитием и созреванием, по-прежнему зачастую являются табу. Не получая информацию по вопросам взросления в школе и в семье, подростки обращаются за этими сведениями к другим подросткам, и зачастую эта информация является неверной. Кроме проблемы слабой информированности подрастающего поколения о своем репродуктивном здоровье, четко определилась тенденция на ослабление традиционных семейных ценностей, желание создавать семью и ответственного отношения к деторождению. Эти тенденции связаны с отсутствием должного воспитания с детства. Родители, не уделяя должного внимания своему здоровью, не в состоянии воспитать ответственное и заботливое отношение к своему организму и в детях. Поэтому каждый подросток, вступающий во взрослую жизнь, а также и его родители, должны иметь элементарные понятия о репродуктивном здоровье подростков, будущих отцов. Вот об этом мы и говорим сегодня в нашей передаче. Сегодня мы решили провести опрос, информированы ли родители о том, что такое репродуктивное здоровье мальчиков-подростков. Что такое репродуктивное здоровье мальчиков? Дальнейшее потомство. О, это вопрос такой, конечно. Даже я не знаю, как ответить на него. Но это когда ребенок рождается здоровым, нету генетических заболеваний, когда он хорошо получает медицинскую помощь. Не знаю. Ну, чтобы ребенок был здоров полностью, чтобы потом в последующем мог иметь наследников. Я даже не могу ответить. Его наследственность, его деторождаемость, наверное, да? Как его сохранить? Вы знаете, у меня девочку, мне как-то врасплох застали. Не болеть, быть здоровым. Чтобы правильный образ жизни вели, не курили, не пили, конечно же, всякие запрещенные препараты не употребляли. Профилактические меры периодически проводить, соблюдать чистоту, гигиену, принимать нужные витамины, консультироваться у врачей, наблюдаться постоянно. Не знаю. В результате опроса мы выяснили, что родители недостаточно информированы о том, что такое репродуктивное здоровье мальчиков-подростков. Здравствуйте, Игорь Юрьевич. Здравствуйте. Давайте напомним нашим телезрителям, что такое репродуктивное здоровье. Репродуктивное здоровье – это состояние полного физического, умственного, психологического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней и недугов, относящихся к репродуктивной системе, ее функциям и процессам. Состояние, обеспечивающее возможности вести безопасную и эффективную половую жизнь в сочетании со способностью воспроизводить здоровое потомство в количестве и сроке, определенные самим человеком. Если говорить о здоровье репродуктивной системы, то имеет в виду не только отсутствие болезней в половой системе, нарушение функций, но и душевное состояние и общественное благополучие. В настоящее время о репродуктивном здоровье заботятся не только врачи, но и психологи, и социологи. Должны быть заботиться и родители ребенка. Демографическая ситуация у нас в России не вполне благополучная, поэтому принято нацпроекты здоровья, демография, мужское здоровье, репродуктивное здоровье мужчины. И вот в частности мы рассматривать будем вопрос о репродуктивном здоровье подростков. Наше молодое поколение ведет неправильный образ жизни, а в некоторых случаях имеет и наследственность не очень хорошая. Поэтому большой процент молодых людей рискует
пополнить армию бездетных. Факторы, которые пагубно влияют на репродуктивное поведение в подростковой среде, это раннее начало половых отношений, частая смена половых партнеров, низкая сформированность контрацептивных установок, наличие социальных вредных привычек, курение, употребление алкоголя, употребление психоактивных веществ, наличие дефектов сексуального поведения, сочетающихся с ранним началом сексуальной жизни, низкие репродуктивные установки, допустимость добрачных связей, положительное отношение к незарегистрированным бракам, желание в будущем иметь не более 1 или 2 детей, снижение репродуктивного потенциала из-за роста заболеваний, передающихся половым путем. Система профилактики нарушений формирования репродуктивной системы – это раннее выявление и устранение факторов риска нарушения репродуктивного здоровья, контроль развития детей при ежегодных профилактических осмотрах, контроль и коррекция репродуктивных установок и поведения. Консультации детей и родителей по вопросам личной гигиены, риска заражения заболеваний, передающихся половым путем, профилактика абортов, выбора контрацепции. Половое воспитание и просвещение детей, их родителей и педагогов, направленных на привитие навыков по формированию репродуктивного здоровья. Это усвоение стереотипа здорового образа жизни, приобретение навыков, ответственное отношение к семье и к своим репродуктивным возможностям. От чего зависит репродуктивное здоровье мальчиков? Репродуктивное здоровье мальчиков рассматривает вопросы патологии репродуктивной системы у детей и подростков. Важная проблема как с медицинской, так и с социальной точки зрения. Все чаще и чаще вновь образованные семьи сталкиваются с ситуацией, когда естественное желание воспроизвести потомство оканчивается неудачей. Частота бесплодных браков в России достигает свыше 15%. До 65% заболеваний, которые способны привести к проблемам репродуктивной функции мужского организма, возникает в детском и подростковом возрасте. С раннего возраста репродуктивная система мальчика готовится к выполнению биологической функции организма продления рода. Поэтому необходимо наблюдать за развитием репродуктивной системы ребенка. Обращать внимание на правильное формирование наружных половых органов. Урологические болезни подстерегают мужчин на разных возрастных этапах. Формируется, конечно, основная система организма еще в внутриутробном периоде, поэтому мама должна заботиться о своем здоровье, чтобы не было патологии половой системы, также репродуктивной системы. Появляясь на свет наружный, мальчик уже может столкнуться с первыми проблемами, которые могут со временем перерасти в серьезные заболевания. А каковы основные нарушения в репродуктивной системе мальчиков? Уже в раннем возрасте необходимо убедиться, что у мальчика правильно сформированы наружные половые органы. Любые нарушения в развитии наружных половых органов легче поддаются коррекции в раннем возрасте. Еще в родильном доме можно заподозрить следующее. Оба яичка должны находиться в мошонке, но они могут находиться в паховых каналах, или мы их можем даже не обнаружить. Могут они находиться в брюшной полости, так называемый крипторхизм, заболевание отсутствия одного или обеих яичек в мошонке. Несвоевременное низведение яичка может послужить причиной бесплодия или злокачественной опухоли яичка. Крипторхизм приводит к нарушению развития тестикулярной ткани и, как правило, к нарушению гормональной регуляции полового развития и созревания, обычно при двухстороннем процессе. В норме опущение яичек наблюдается к моменту рождения. При неопущении проведения лечения бывает консервативное. Если консервативное лечение неэффективно, проводится операция орхипексия, низведение яичка в возрасте после 3 до 6 лет желательно. Варикоцель – следующее заболевание. Расширение внутренних вен, тестикулярных вен. Варикоцель – одно из самых распространенных причин мужского бесплодия. Она часто появляется в возрасте, как раз в возрасте от 10 до 14 лет, и также подлежит оперативному лечению. Следующее заболевание, что мы можем найти, фимоз. Она обычно бывает физиологично врожденная, она проходит к 1-3 годам. То есть сращений как таковых нет, она просто наружное отверстие крайней плоти, она сужена оказывается. Но если имеется сращение, так называемые синехия, очень трудно провести обычно консервативное лечение, приходится делать операцию. Короткая уздечка полового члена требует хирургического лечения. Некоторые перенесенные мальчиком болезни в той или иной мере влияют на его половое развитие, фертильность. Например, эпидемический паротит,
свинка, в простонародье, иногда осложняется воспаление яичек, так как сходство тканей анатомические, физиологические у околоушной слюнной железы и ткани яичка аналогично, поэтому вирусное заболевание может также формироваться с воспалением, допустим, архита у мальчика. Причем, чем старше ребенок, тем выше риск получить осложнение. К тому же заболевание может протекать, к тому же еще незаметно. Поэтому юноши, которые перенесли эпидпаратит, желательно выполнять спермограмму, оценить качество и количественный состав сперматозоидов. С целью предупреждения развития заболевания мочеполовой системы у мальчика обязательно является проведение профосмотров урологом или андрологом или хирургом в возрасте 1, 3, 7, 10, 14, 15 и 16-17 лет. И родителям также рекомендуется показывать ребенка врачу-андрологу не реже 1 раза в год. Какова роль родителей в сохранении репродуктивного здоровья мальчика? Для подростка важен пример отца. Будет ли здоровый ребенок, зависит от того, какие навыки гигиены освоили его родители. Родители не всякий раз знают, они стесняются, им некогда. И мама тоже тем более. Подросток уже взрослый, как субъект, как личность. Он пытается объяснить, что у него все в порядке, все хорошо. Но на самом деле не так. Мы обнаруживаем каждый раз и направляем данного пациента, допустим, в варикоцеле на оперативное лечение. Мальчики должны быть подвижными, любознательными, активными. Если ребенок вялый, задает мало вопросов, мало интересуется окружающим миром и даже мало хулиганит, это можно отнести как особенностям характера, так и проблемам в половом созревании. Когда мальчик отстает в росте, а наследственных предпосылок к этому нет, возможно, у ребенка смещено так называемое гормональное зеркало. Происходит недостаточная выработка тестостерона, который влияет на настроение, работоспособность, сон, половую активность, а самое главное – на мужскую мотивацию. В таком случае родители должны обратить внимание на то, как развиваются наружные половые органы, мускулатура, скелет, соответствует ли это возрастной норме. Что касается подростка, обращать надо внимание на развитие вторичных половых признаков, рост, вес, оволосение, изменение размеров половых органов, особенно яичек. Если есть сомнения, то лучше показать специалисту-андрологу. Говоря о трудности переходного периода, надо рассматривать, что интимное воспитание – это составляющая часть воспитания вообще. Чем больше контакта у родителей с ребенком, тем больше он узнает информацию из достоверных источников. Но надо всю эту информацию довести доступно, не быть назойливым, стараться коротко все это изложить. Когда слишком много говоришь, это уже родители могут быть назойливыми. Пациенты, в данном случае подростка, это может и не понравиться. Можно только пожелать, чтобы перед новым этапом взрослой жизни он утвердился в других сферах. Например, успешно закончил школу, спортивный какой-то карьерный рост, или, допустим, где-нибудь поступить в высшее образование, получить и быть здоровым, вполне здоровым. Поскольку подростки рано вступают в интимные связи, риск подхватить какую-нибудь заразу весьма велик. Говорим о заболевании, передающихся половым путем. Постарайтесь так выстроить свои отношения, чтобы сыном, чтобы он доверял вам, прислушивался к вашим советам. И еще нужно говорить о гигиене половых органов. Чистота – залог здоровья, гласит лозунг. Также и для репродуктивного здоровья это важно. Приучать к гигиене наружных половых органов надо уже в возрасте 3 лет. В этом возрасте дети уже идентифицируют себя по половым признакам и познают мир, подражая родителям. Что родители сделают, в частности отец, то будет делать ребенок. Отдельно обращаясь к мальчикам-подросткам, нужно сказать, что для репродуктивной системы важно занятие физкультурой и спортом, меньше зависать в интернете, меньше пользоваться гаджетами, компьютером, больше быть на свежем воздухе. Носить более свободное нижнее белье, так как плавки и обтягивающие джинсы сдавливают наружные половые органы, яички, нарушают кровоснабжение в них, тем самым нарушает сперматогенез, так как развитие сперматозоида приходит при температуре на 1,5-2 градуса ниже обычной температуры тела, при температуре 35-35,4 градусов. Надо иметь здоровое сбалансированное питание, овощи, фрукты, мясо, рыбу, опасаться продуктов, содержащих ГМО. Спасибо, Игорь Юрьевич, за интересную и полезную информацию. И вам тоже спасибо за заданные хорошие, правильные вопросы. И еще раз
хочу довести до сведения родителей, все-таки семья – это большая необходимость для молодого человека. Родители, отношения, доверительных отношений между матерью, между отцом и своими детьми позволяет почувствовать крепость семейных уз. Для этого нужно, чтобы человек, подросток в частности, мог доверительно относиться к своим родителям, мог задать вопрос необходимый, чтобы родители ему правильно ответили, чтобы отношение было с противоположным полом, доверять своей девушке любимой, чтобы по жизни сказать, что я состоялся как личность. Я могу сделать сам и сказать, я знаю, я умею, я хочу, у меня все получится. Так же должно получиться в семейной дальнейшей жизни. Наша передача подошла к концу. До свидания. Берегите себя и своих близких.